Мой отец говорит, внука хочу. 8 внучек есть, а внука ни одного. Может, тебе, дурды, повезет. Если мальчик родится, Курбаном назову. А у нас все наоборот. У всех братьев только сыновья, и вся семья дочку ждет. А я им говорю, какая разница, кто родится. Да. Лишь бы здоровый был, правильно? Молодой человек! Сын родился! Сын, поздравляю! У меня? Нет! У него? Нет! У другого, вон у того! У меня мальчик! Да! У вас сын! 4200, рост 56! Дыхание ровнее, ровнее. Дышите глубже. Носом дышите. Если кто устал, товарищи, переходите на ходьбу. Наш директор бегает, как настоящий спортсмен. Как думаешь, ответ пришел? Давай спросим. Вахтанг, чего молчишь? Сейчас не время. Поговорим на заводе. Хорошо. Доброе утро, Наташа. Доброе утро. Всю ночь думала? Ну, а ты решил? Еду. Алексей! А? С добрым утром! Добрым утром! Сегодня ты опередил меня. Ах, Аджам, что-то ты припозднился, теперь не догонишь. Как мальчишка. Здравствуйте, дядя Алексей! Здравствуй, Аман, как дела? С кем поздравить можно? Мама! Отец! Внук у вас родился! Внук!
Поздравляю, Аман, поздравляю, дорогой. Спасибо. С наследником тебя. Спасибо, дядя Будет Алексей. защитником твоим дочкам. И тебя, старый, и тебя тоже поздравляю. Благодарю. Поздравляю, сыночек. Наконец-то и ты дождался сына. 4-2. Хорошо. Праздник какой. Да. Видишь, как девочки радуются. Молодец. Хорошо, когда много детей. Надо Чуры позвонить. Пусть узнает о нашей радости. Пусть Нуры позвонит. Алло. Долго же вы спите? А кто это? Это я, Нуры. Что-нибудь случилось, Нуры? Случилось. У Амана сын родился, 4200. Ой, вот радость. Чары! Сынок! Сынок, у Амана сын родился. Вставай, слышишь? Чары! Чары, у Амана сын родился. Чары! Чары! Чары, слышишь, у Амана сын родился. Кто Амана? Я говорю, сын у Амана родился, Нуры только что звонил. Ой, молодец, брат. Все-таки добился своего. После 3 дочерей сын. Молодец. Странный вы народ, мужчины. Женщина рожает, а отец молодец. Что ты говоришь? Да я говорю, нужно их пойти поздравить. Обязательно нужно. Вот они обрадуются, когда мы придем. Сын родился, ты представляешь? А я уезжаю. Улетаю. Ой. Ты что? Ну, не сердись. Но мы никогда не бываем вместе, даже у матери. Меня спросят ведь, почему я одна. А что я скажу? Но ты-то меня понимаешь? Я-то понимаю. А они? Они тоже поймут. Как и ты. Поймут. Все, я поехал. Чары, послушай. Знаю. Ты еще на стадионе порывался спросить. Есть ли ответ из института, да? Да. Так вот, могу огорчить. Молчит институт. А ждать больше нельзя. Так что готовьте опытный образец к испытаниям. Ну, предположим, институт даст положительное заключение на новый вентилятор. Даст, он не может не дать. Наш редуктор лучше. Предположим, и твое заманчивое предложение о дальнейшей совместной работе тоже примут. И мы, в свою очередь, проведем испытания. Но это только испытания. Без нового стенда, без технического перевооружения всего завода... Можешь не продолжать, Вахтанг. Я же не закончил еще. Одно дело — наши предложения, наши расчеты. Другое дело — это план. Я думаю, тебе обязательно еще раз нужно поговорить с Джумаевым. Обязательно. Ну, сколько можно говорить? Полгода Джумаев нам ни да, ни нет. Но здесь есть трезвый расчет, точный. Хорошему инженеру, чтобы прочесть и разобраться, несколько дней хватит. Ладно, ладно, ты не горячись. Как вернусь из командировки, обязательно зайду к Джумаеву. Да. Вас вызывают на дым. Сейчас соединят. Хорошо. А насчет плана и договоров есть кое-какие соображения. Да! Чары, это ты? Юрий Афанасьевич! Здравствуйте! Салам алейкум. Слушай, предложение твои получил, но мне не все понятно. Прочел, значит? Прочел. Расчетами подкрепить бы. Завтра Так. тоже вылетаю в Москву. Встретимся в аэропорту. Хорошо, хорошо. Встречай меня в Домодедово. Буду ждать. Привет, передай Газель. Хорошо, до свидания. Передам. Boyunca Şubat'ın Moskva uçan yolcular 7. секции таблицерной регистрации devam edilir. У секции 7 продолжается регистрация билетов, оформление багажа на рейс 704, вылетающий в Москву. У секции номер 7 продолжается регистрация билетов, оформление багажа на рейс 704, вылетающий в Москву. Я сюда.
Вахтанг. Чары Ходжамович, вот дополнительные расчеты, как и просил. Боялись, что не успеем. Так. Пассажир, вы задерживаете рейс, проходите. Чары, Теперь, тебя кажется, зовут. всё. Сейчас, Иди, сейчас. До свидания. До свидания. В следующий раз самолет улетит без вас. Нельзя так задерживаться. Извините. Пожалуйста. Слабый метиль, гололед. Подборки. Через год-два этого цеха будет звезда. Чары. Да. Я тебе друг или нет? Друг? А дальше что? Не ссорился бы ты со своим Джумаевым. Это почему? Расчеты наши не убедили? Да нет, расчеты впечатляют. Честно говоря, читал и завидовал. Но, увы, Чары, я реалист. Объясни. Ну, допустим, ваше непосредственное руководство не даст вашему заводу работать по условиям экономического эксперимента. И что? То тогда вот это вот почти фантазия. Даже работая ты в условиях эксперимента, я все равно сомневался бы по многим причинам. По каким? Ну, предположим, средств ты добьешься. Сейчас на это иду. Дальше. Но где ты возьмешь строителей, монтажников, новые станки, реконструкции, техническое перевооружение, выпуск новой машины, да еще с остановкой некоторых цехов? Твой Джумаев на это не пойдет. Давай конкретно. Сроки поставок переносишь? Не знаю. Юра, ты должен понимать. Если ваш трест, Севергазстрой, отодвинет немного сроки плана поставок наших вентиляторов, от этого только вы выиграете. Конечно, мы вам дадим машины. Дадим все до единой. И какие? Сегодняшний вентилятор в подметке им не годится. В монтаже они будут удобнее, проще. Но мне нужно ваше согласие. И деньги. К сожалению, да. И деньги сейчас. На авантюру толкаешь. Юра, ты сам сказал, что ты реалист. Так зачем же нам гнать ваши заказы сейчас? Если машины все равно пролежат до весны на причалах. Ведь к вам на север их только по рекам можно доставить. К весне мы вам и дадим вентиляторы. Причем новой конструкции. Разумно. Но знаешь, моему начальству спокойнее, когда они на складах лежат. Поэтому и планируют поставлять... На причал. Да, но это наш причал. Юрий Афанасьевич, а если серьезно, как с нашей просьбой? Нет. От тебя, я вижу, так просто не отделаешься, Каландаров. Ну, хорошо, я постараюсь. Вот за это спасибо. Но твердо обещать не могу. Знаю, знаю, я откажу, выше пойдешь. Ты прав. Пойду. Вот здесь остановите, пожалуйста. До вечера, Чары. Жду в гостинице. До вечера. Здесь наши перспективные предложения институту на многие годы работы и сотрудничества, дорогой Иван Михайлович. Понятно, Чары Ходжамович. Если мы с вами построим такую машину, нашим конкурентам на мировом рынке придется потесниться. Даже так? Только так. А мастера у нас удивительные. И в КБ заводском. Вы сами убедитесь. Ребята наши работать умеют.
А перестроимся, я гарантирую. Отдадим в ваше распоряжение наш экспериментальный цех. Заманчиво, Черы Хаджамович. Вы разрешите? Пожалуйста. Угощайтесь, Черы Хаджамович. Спасибо. Пожалуйста. Спасибо, Нарюш. Угу. Да это же почти готовая работа. Конечно, мне с налета трудно вникнуть во все детали. Но даже этот скелет, это же законченный проект. А вы не могли бы сами довести его до конца, как бабаевский агрегат? Не жалко отдавать? Не жалко. Потому что рассчитываем доработать с вашей помощью на вашем уровне. Это позволит удвоить мощность при тех же затратах металла. В одиночку это нам не по зубам. Ну что ж, правильно рассчитываете. Кое-что в заделах у нас имеется. К слову, Иван Михайлович, мы так и не получили от вас заключение на редуктор к бабаевскому агрегату. Разве? Насколько помню, мы вам предложили использовать редуктор нашей конструкции. Да, но не буду хитрить. Ваш редуктор не для такой машины. Слабоват. И потом по ресурсу не стыкуется. Выйдет из строя раньше машины. А стоит ли? Перечеркиваете наш редуктор, а взамен сотрудничество, так? По форме так. А вот по содержанию очень хочу, дорогой Иван Михайлович, по-настоящему связать наш завод, нашу работу с большой наукой. Поза становиться не будем. Заключение дадим. Спасибо. Пожалуйста. А у нас в Ашхабаде еще лето. А мы и лета не видели. То дождь, то холод. Да. Погода. Вот тут налево в ворота, пожалуйста. Вы тут на стоянке, подождите меня. А потом в гостиницу «Москва». Черы Хаджамович, здравствуйте. Вас во внешторг-отдел просили зайти. Хорошо. Пожалуйста. Ну, я думаю, что всегда найдется компания. Штат большой. Здравствуйте, Сергей Кузьмич. Чары Хаджамович, здравствуйте. Присаживайтесь. Как раз кстати. Да?
Вот полюбопытствуйте. 2 ваших заказчика уведомляют, что продлевать контракт с вами отказывается. Посмотрите. 3-го дня получили. Плохо. Как никогда нам нужна валюта. Да, слышал. Станки по импорту хотели закупить. А причина? В уведомлении ни слова. Что вы, Чары Хаджамович, истинных никогда не скажут. Но причина всегда одна. Нашли что-то получше нашего. А где, у кого, это... Как долетел? Отлично. Подержи. Давай. Ну, как дела? Спасибо, хорошо. Теперь только работать и работать. А институт дал заключение? Да. Хорошо. Дал заключение. И даже, наверное, будет добро от Севергостроя. О, для начала совсем неплохо. А что, министерство? В министерстве ругали. Ругали? Говорят, бабаевский агрегат возьмем, если сами его не сможете пустить. Так что? Такое? Как это возьмут? Как? Мы его создали, а кто-то будет запускать серию? Хватит о делах. Как тут мои домашние? А, пока ты ездил, Аман сына из роддома привез. Что ты говоришь? Хаджамом назвали, да, в честь деда. Дед аж светится весь. Жалко, ты на то и опоздал. Все собирались. Даже Ораз из колхоза приезжал. Неужто Ораз был? К вам Каландаров. Нет, не смогу сейчас принять. Помягче объясните, пожалуйста. Хорошо, Нариман Джумаевич. Нариман Джумаевич вас не сможет принять. Его с докладом в Совмине ждут. Но обещал вызвать, как будет время. Я вам позвоню. Да, спасибо, Джамала Таевна. А я считаю, не надо спешить с перестройкой. Нет, надо. Ты боишься или не понимаешь? Ты должна это понять как парторг и как инженер. Чары, такого объема работ дополнительно к плану мы не осилим. Но почему ты не хочешь подождать? Запланируют же, в конце концов, и нам реконструкцию. Ты, Набат, рассуждаешь как Джумаев. Снизят план, спустят средства и выделят новое оборудование. Поймите вы, черт возьми! Нельзя упускать время! На что будет годиться через пару лет наш завод? Разве что на мастерскую по ремонту бабаевского вентилятора, который станут выпускать другие. А люди, те, кто будут осваивать новую машину, за теми и будущее. А я не хочу терять талантливых людей. Отними у них перспективу, они просто уйдут с завода. Уйдут! Я не хочу терять молодежь, которая уже уходит. Вот, посмотри. Мой родной брат и тот подал заявление. А ты с ним говорил? Нет пока.
Хотя я знаю, что он и другие ребята скажут. Мы завод теряем. Это страшно. А еще страшнее их правота. Что им терять при нашей бездеятельности? А жизнь у человека одна. Чары, ты выслушай меня и пойми. Я не Набат, хочу... в конце концов, я директор завода. И я за него отвечаю. Это мое право решать. Ольга Павловна, Слушаю вас. зайдите, пожалуйста, на минуточку. Хорошо. Что ты собираешься делать? Действовать. Ты с людьми посоветовался? Я слушаю. Чары Хаджамович, на испытательном стенде авария. Нуры, брат! Есть жертвы? Вашего брата зацепило. Осторожней. Несите осторожно. А кто с ним поедет? Аман, давай. Отец. Может, домой поедешь? Я вызову машину. Нет. Рабочий день никто не отменял. Алексей, пошли работать. Отец, в больницу я сам заеду, не беспокойся. Вахтанг, собери комиссию. Надо срочно разобраться. Я думаю, 2 оставшихся стенда тоже надо остановить. Кто знает, от чего этот разнесло. Реши сам. Ладно. Теперь еще и стенд восстанавливать придется. Аварии нам только не хватало. Может, организовать 3 смены? Стенд восстанавливать не будем. Бабаев, нужны чертежи нового стенда. Под твой агрегат. Срочно. Понял. Все. Я пошел в КБ. Иди. Значит, как это? Не было бы счастья, да несчастье Да, помогло. Вахтанг, да. Готовь проект Вахтанг приказа. Давыдович, Начнем, пойдем до конца и решительно. Чары, Да. я на это не пойду. Что, тебя и авария не убедила? И аварии ты свое решение не оправдаешь. Что значит сейчас для нас строить новый стенд под бабаевский агрегат? За этим стоит перестройка всего завода. Я ставлю вопрос на парткоме. Я свое решение не отменю. Это твое право. Но и я партком не отменю. А дальше? А дальше как в кино. Так. Я повел Мурада на стенды. Все 3 загружены. Ресурс отрабатывает. И вдруг слышу свист. Я... Дальше. И вдруг слышу свист. Так. Потом начало гудеть. Думаю, что-то не так. Береда послал к мастеру, а сам бросился к пульту, чтобы выключить. Ну? Рубильник вырвал, да поздно. Потом взрыв и ничего не помню. Ну, Гера, тебе не надо было появляться на стендовой площадке. Тем более с мальчиком. Не мальчик он, а учащийся ПТУ. Ко мне прикрепили.
Попрошу посторонних выйти. Сейчас уколы будем делать. В коридоре подожду. Извини, Набат. Но я все время думаю, что случилось? Ты? И вдруг против. Этот партком, он что, необходим? Мы же все вместе шли к этому решению. Ты всегда поддерживала Каландарова, а сейчас? А сейчас я не могу его поддержать. Ну почему? Мне жаль тебя, Вахтанг, если ты не понимаешь. Ты ведь влюблен в Каландарова. Его смелость и решимость тебе импонируют. А что бывает, когда руководство против? Но ведь против только Джумаев. Этого мало. Малейший срыв и... И что, договаривать? Каландарова не будет. Неужели это надо объяснять? Наш завод сейчас не может нести такую большую нагрузку. Мне кажется, и люди к этому не готовы. А Каландаров думает иначе. Он не думает, он отдает приказы. Да, правильно делает. Только пустой человек много говорит. Набат. Отдашь на подпись. Пора. Мы уже и так опоздали на совещание. Теперь выслушаем плановый отдел. Я просил Светлану Васильевну подсчитать потери из-за простоя стендов и стоимость перестройки аварийного под новый. Прошу вас. Счет простой, Черы Хаджамович. Прошла неделя, как стоим. А это 10 агрегатов или 500 000 незаработанных денег. Сколько еще набежит, неизвестно. А затянем, договорные поставки полетят. Правда, эти 10 машин мы еще можем покрыть за счет резерва, но больше нет. Если бы в прошлом квартале вы не заставили отдел сбыта отдать весь запас... Оставим воспоминания о Маяк Мартиросович. Насчет заначек, вы мою точку зрения хорошо знаете. Запас карман не тянет. Но потом у хорошего хозяина всегда на черный день отложено. Я проверю. Откладывайтесь. Непес Бабаевич, рабочие чертежи нового стенда готовы? Прошу еще неделю. Работы много. Даю 3 дня, не больше. Простите, но все, что мы сейчас делаем, это расчет или... Авантюра? Это вы хотели сказать? Говорите, говорите, не стесняйтесь, я уже слышал это на нашем заводе, к сожалению. Извините, Черы Хаджамович, но мне, как плановику, хотелось бы ясности. Скорее, спокойствия. Называйте, как хотите. У нас такой объем работ не запланирован. Перекраивать план, финансирование, наконец, все неясно. Я говорю прописную истину, но есть инструкция. Живое дело всегда шире инструкции. Надо будет всем поработать. Решение надо искать. Вахтанг Давидович, как работа комиссии? Работает. Плохо работает. Очень плохо. Сегодня к вечеру заключение комиссии должно быть у меня на столе. Дело торопит. И подумайте, кого послать в надым, тоже срочно. Газовики просят гарантии. Хорошо. Требование сейчас одно. Чтобы все были в курсе дел на заводе. И чтоб каждый действовал, сообразуясь с обстановкой. Понимаете, действовал самостоятельно, а не инструкции читал. Есть вопросы? Нет. 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 Тогда все свободны. До свидания. А что, Севергазстрой отказывается от переноса сроков? Да нет, тут так. Дружба дружбой, а гарантии дороже. Просит прислать представителя с гарантийным письмом. И в его присутствии будет решаться этот вопрос. Ребята, кофе готов. Курбан, будешь? Спасибо, не откажусь. Бери. А вы? Я уже пил. Андрей, кофейку. Нет, спасибо, не хочу. Зря. Кофе будете? Ой, давай. Нет, не хочу. Курбан. Да. А тебе не кажется, что мы вкалываем теперь до потери пульса? М? Предложи что-нибудь новое. Я, конечно, понимаю, что шефу это прямая выгода. А нам что, а? Премия? А престиж тебе что, мало? Да, престиж — это великое дело. Только им сыт не будешь.
А энтузиазм? А мой Мурат говорит, увольняйся. За такие деньги можно найти и другую работу. Без энтузиазма. Мне, говорит, жена нужна для дома и дети. Чудак с нашей-то работой. Ой, не говори. Мои тоже изнылись. А что делать? Нас двое. Родни здесь никакой. Детей из садика соседка забирает. Трудно. А как Непесу Бабаевичу откажешь, когда нас сверхурочную просит? Сколько он для нас сделал, когда дочка заболела. И завод тоже. На лечение бесплатно послал. Разве зарплатой тут можно мерить? Каландаров. Здравствуйте, Чарых Хаджамович. Что не приходите? Жду. Обещали вызвать. А тут эта авария. Выяснили причину? Да. Крановщик и наладчик виноваты. Выпили на работе. Надо строго их наказать и никаких поблажек. Мы обратились в завком за согласием на увольнение. Правильно. Чарых Хаджамович, как вы относитесь к сельскому хозяйству? Положительно? Вот и помогите. Чем конкретно? Мне, конечно, хлопок собирать и транспортом я уже обещал. Так... Людей дать не смогу. А вот насчет транспорта... Нет. Трудно сейчас завода, Нариман Жумаевич. А вы думаете, мне легко? Про других не знаю. Но, к сожалению, людей дать не смогу, это точно. Жду вас завтра. Но завтра портком? После зайдете. Что у тебя? Приказ о работе в субботу и воскресенье отдавать? Профсоюз как, разрешил? Да. Действуй. Чарых Хаджамович, Да, Ольга Павловна? мастеров и бригадиров собирать. Собирайте, пусть все идут. Я не нужен? Нет, Вахтанг, дела не ждут, иди работай. Тут я сам. Внимание! Мастеров и бригадиров просят пройти к директору. Повторяю, мастеров и бригадиров просят пройти к директору. Нам ведь в приказе отставка, Чарых Хаджамович. Мастеров и бригадиров инженерами заменили. А что, нам не доверяете? Нет, товарищи, совсем не так. Мы распределили специалистов по бригадам и участкам для того, чтобы они искали инженерные решения. Сидя в кабинете, немного увидишь. А на местах возникнет столько нового, что придется дорабатывать на ходу. Вот тут-то как раз и нужен инженер. Подменять мастеров и бригадиров они не будут. Здесь сейчас собрались лучшие из лучших. Можно сказать, цвет. Ударная сила завода. Так вот, всем придется работать в экспериментальном цехе. И цех этот будет головным. А головной же останавливаем. Да, но экспериментальный не справится. Ни мощностей, ни площади. Конечно, не справится. Такой задачи мы и не ставим. У вас другая задача. Сделать столько, сколько сможете. Ну, конечно, еще чуть-чуть больше. А возглавлять цех вам, Алексей Иванович. Ну как? Ну, подумать надо, Чарых Хаджамович. Сколько дней потребуется для организации? Ну, думаю, дня 4-5. Пожалуй, хватит. Даю 3 дня, не больше. Да. У нас есть пословица. В воду может пустить один человек, а поле засевает всем миром. Может, совещаниями канители разведем? Или совет старейшин собрать прикажешь? А, отец?
Совет тому полезен, кто ждет его. Это ты зря. Аджам. Так. Какабай Аширович, вы монтировали с моим отцом испытательные стенды? Тут тоже в войну было еще. Монтажное управление отказалось нам срочно соорудить новый стенд. У них свои плановые работы, сроки, новые пуски. Поэтому вас, Какабай Аширович и Борис Дмитриевич, прошу подобрать из наших заводских 2 бригады на монтаж новой установки. Задали задачу. Попробовать можно, если надо. Спасибо. Другого ответа я от вас и не ожидал. Здорово. Ну что, вы опять залетели? Да, мои такие же, как и твои. Меняли бы почаще тренеров, не то было бы. Да. Вот ты пойди и скажи им. Много ты понимаешь в футболе. Техническое перевооружение. Всегда у нас так. Красивые слова-то можно найти, а на человека плевать. Вот у меня 8 детей. 8. Я у себя в семье директор. Ребята, видели семейного директора? Смейся, смейся, просмеешься. А 13-й зарплата-то фу. На, почему? Директор так решил. А он меня спрашивал? Еще спросит. Не велит, пан. Он думает о будущем завода, балда. Эй, от балды слышу. Каландаров спросил бы у моей жены, она бы ему показала будущее. А то приказ вывесили. Это проще простого. А кто вкалывать будет в 3 смены? Давлетов, а ты это Каландарову скажи. Нам-то что? И скажу. И скажу. И не только ему скажу. Брось подначиваться, пар. Он и так ночь спать не будет. Хватит нам, ребят. Давлетов. А ты и вправду не спи, не надо спать. Может, 9-го сына родишь? Эх, ты! Ай, сапа! Ай, сапа! Отец, мы на озеро. К ужину будем. Аккуратней на дороге, ребята. Не задерживайся. Ты хоть Джо предупредила? Да. Давай, ребята, спокойно. Ребята, побыстрее. Как здоровье? Хорошо, спасибо. Ну, до свидания. А, Хаджам, что там в больнице? Как Нуры? Да. Обещают выписать. А, врачи Хаджам. что, все могут? Слушай, От меня привет может передай, быть, мы слышишь? Передам. вместе поедем к Нуре в больницу, а? Догоняй! Давай их обгоним! С отцом говорил? С ним поговоришь, у него же завод. Одно название, что завод. А я слышал, что скоро настоящим заводом станет. Может и станет. Но мы с Наташей увольняемся. Да ты что? А дед знает? Пока молчит. Тут у меня фотографии и письма от ребят с Атамаша. Вот это завод. Покажи. Потом на озере. Угу, ладно. Наташа! Сейчас Хатиджу будем красть. Может, хватит? Нет, не хватит! Пусть догоняют! Наташа! Наташа, перестань! Не дразни их, Наташа!
Ты так считаешь? Да. Ну ладно, сжалимся. Что? Прошу. Меня просить не надо. Привет. А это Федор и его бригада. Хорошие ребята. Вот бы поработать на таком заводе. Живем в век космический, а работаем на станках наших дедушек. Эх, мне бы станок с числовым управлением. Да, тебе только дай. Ты его через час в кучу железа превратишь. Да у нас и превращать-то нечего. Да, братцы. Завод наш по сравнению с этим сарай. Очередное комсомольское собрание открываем на природе. Хватит. Тут не до шуток, Андрей. А кто шутит? Значит, все-таки прав Каландаров. Надо обновлять завод. Ну, а если там такие девушки, то я понимаю Байрама. Да вот на этих посмотри. Ну-ка. О, Байрам, я тебе не завидую, но Наталью понимаю. Ладно, ребят, хватит, пойдемте искупаемся. Хорошая мысль. Что, Байрамчик, жарко стало? Ашир! Ашир, слушай, а ты? Да, я знаю, о чем ты хочешь спросить. Не говорил я с отцом. Не вижу я его. Мама сама обещала поговорить. Мама? По-моему, ты трусишь. Что? Я трус? Я? Да, я совсем о другом хотела спросить. О другом? Угу. Нет, я уж поговорю с отцом. На прием к нему запишешься? Что, не веришь? Верю, верю, успокойся. Представляю, приходишь к отцу в кабинет, я хочу жениться. Конечно. А что, а как по-другому? А никак. Наша машинка поехала и сломалась. Чего она не сломалась? Дай мне. Нет, я сама хочу играть. Пусти. Я тоже хочу. Дай. Нет. Аксалтан, ужинать пора. Ребята настроены по-боевому. Хорошо мы поговорили, правда? Байрам, а почему ты был такой грустный на озере? Она с тобой думала. А что думать? Надо ехать. Начнем новую жизнь. Там такие возможности. Неужели ты не хочешь? Еще как хочу. Но, видишь ли, я ведь Каландаров. Давай в другой раз поговорим.
У нас на ужин не опаздывают. Хорошо? Аманджан, что с отцом? Сердитый пришел. Против Чары на заводе выступил. Ой, зачем они все ссорятся? Чары резок. Мог бы и поласковей с отцом. Отец Чары хотел заехать, с тобой поговорить. Пока. До завтра. Тот и Джан, неси блюдо скорее. Я с ребятами задержался. Разговаривали. Какие разговоры до ночи? О заводе. О том, какой Чары шум поднял. О делах Чары не тебе судить. Между прочим, говорят, что ты сам от него отвернулся. Мальчишка! Трудно сейчас заводу. А ты бежишь. Перспектива нужна. Научились красивыми словами сорить. Прекрати пиликать! Иди ужинать. Сердар Джан, идем ужинать. Не хочу, у меня завтра концерт. Остынет ужин. Совсем заработался верблюжонок мой. Что с ними сегодня? А это наша лестница. Могу подняться по ней с закрытыми глазами. А сейчас? Ну и сейчас тоже могу. С закрытыми? С закрытыми. Попробуем. Так. Раз, два, три. Руки. Угу. Четыре. Смелей. Здравствуйте. Здравствуйте. Мама! Познакомься, это Хатиджа. А, Хатиджа. Ну, проходите, не будем же мы стоять на пороге. Проходи. Проходите. Пожалуйста. Хочешь, семейный альбом покажу? Угу. Сразу всех увидишь. Вы располагаетесь, а я сейчас. Присаживайся. Спасибо. Не скучай, я быстро. А, вот. Ага, нашел. Садись поудобней. Значит так. Это дед. Смотри, какой важный. Это двоюродный брат. Это Нуры. А это кто? Байрам. Байрам? Да. А это мама. Какая она молодая. Это дядя, председатель колхоза, он герой. Герой? Труда. А это отец. А, он добрый. Да, но строгий. Дед говорит, Каландар, вы все такие. Хвостунишка. Ой, неужели это ты? А что? Какой смешной. Маленькие все смешные. А это тоже ты? Да. У меня еще другие есть. Покажи. Смотри. Вот. Ой. Ашир, займись, пожалуйста, чаем. Чайник давно вскипел. Я к вашим услугам.
Ах, да! Дамы изволят пить черный. Не слышу. Зеленый. Понятно. Намек понял. Не смущайтесь, Хатиджа. Мужчины не могут передать красоты. Мой сын, к сожалению, не исключение. В жизни вы намного красивее. Но он же меня разглядел. По-моему, ему просто повезло, что вы его выбрали. Расскажите о себе. Ну, мам, я уже 1000 раз рассказывал тебе о ней. Если 1000 раз рассказывал Ашир, то мне нечего добавить. Он знает меня лучше, чем я сама себя. И никогда в этом не сомневайся. Даже мысли твои читаю. Мам, ты говорила с отцом? Я не смогла. Так, слушай, Хатиджа, мы оба состаримся, пока дождемся отцовского благословения. Отцу трудно сейчас, мог бы это понять. Уверяю вас, Хатиджа, Чары Хаджамович будет... Он будет рад вашему решению, но... Ну, конечно, ему не он... до нас. У него сейчас переоснащение, проблемы. А тут сын жениться надумал. Разве это проблема? Не надо мне руку жать. Пойми, я не могу у вас дома показываться. Твои все знают. А у меня... Мы с тобой ничего не значим в каландаровском масштабе. Вот если бы цех женился или там... Ашир, прекрати. Пошли. Ашир. Подожди, ну зачем ты так? Так надо. Теперь я знаю, что делать. Идем. Ты не прав. Это совсем все не так. Рассчитывать, что они все сделают в срок, не стоит. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, материал. Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Нариман Джумаевич. Здравствуйте, Чары Хаджамович. Здравствуйте. Признаться, я вчера вас ждал. Портком затянулся. Да, мне звонили. Ну что же, причина аварии ясна. Отставание большое? 1 200 000. Многовато. Стенд срочно надо восстанавливать, время уходит. Нариман Джумаевич, мы не восстанавливаем стенд. Мы строим новый подбабаевский вентилятор. Так, а как вы собираетесь выполнять план? Часть продукции за нас изготовит Солнечный. В Москве нас поддержали. Они к этому отнеслись с пониманием. Поэтому, не согласовав с нами, вы решили передать часть фондов на металл Солнечным. Но если продукцию не будем делать, какой же резон держать металл? Вы хоть понимаете, товарищ Каландаров, что вынуждаете нас корректировать план, а это недопустимо. Но мы с Солнечной в одной системе. Заказчики получат машины все до единой. Еще. Сегодня нам помогают, завтра Солнечный начнет реконструкцию, мы им поможем. Так что я хочу руководствоваться здравым смыслом. Это уже демагогия, товарищ Каландаров. Подумайте о людях. Вас вот и заводской портком не поддержал. Хватит своевольничать. Вы немедленно отмените приказ. Не отменю. Право директора завода проводить техническое обновление. Но не ценой срыва договорных поставок. Как вы рассчитаете Севгастроем, при том проекте, который вы собираетесь осуществлять в этом году, продукцию ему завод поставить не сможет,
И республике никто плана снижать не будет. Об этом вы думали? Мой вам совет. Отмените приказ. Восстановите стенд. Работайте. Как раньше, как работали. Завод на хорошем счету. Отставание ведь вы быстро ликвидируете. Значит, предприятие и план завершит успешно. Зачем портить праздник рабочим? Премий, знамен и других почестей они заслуживают. А ваши предложения мы изучаем. Они весьма перспективны, надо сказать. Но так быстро дело не делается. Будем добиваться реконструкции, через госпланы добьемся. Когда, Нариман Джумаевич? Ведь заказчики по экспорту уже от нашей продукции отказываются. И это знаю. Ну и что? У нас достаточно своих заказчиков. Но своим тоже нужна мощная и надежная машина. И мы ее готовы выпускать. Вижу, вас трудно убедить, Чары Хаджамович. Слушаю, Нариман Джумаевич. Каландаров обращался к вам по вопросу финансирования? Да, завод представил обоснование. Я как раз сегодня хотел зайти к вам по этому вопросу. Очень уж торопит нас Каландаров, а тут мне банк просит подтверждение. Понятно. Он и на них давит. Вы все подготовили, можно зайти? Нет. Это сейчас преждевременно. Вот комиссия поработает. Потом и посмотрим. Слушаю, Нариман Джумаевич. Беглей Аразович, надо к Каландарову на завод комиссию послать такую. Знаете, более компетентную. Словом, разобраться надо, что там творится. Понял вас. Идите, работайте. Я вас больше не задерживаю. Спасибо. Ты о чем думал, когда писал вот это? О чем? Ты хочешь знать, почему я ухожу с завода? Почему я знаю? Ну, если знаешь, зачем тогда спрашиваешь? Я еще раз спрашиваю, о чем ты и думал. Ты представляешь, что скажут другие рабочие? А ты у них спроси. Я лично думаю, что все это мне надоело. Лишь бы деньги получать. А что мы выпускаем? Я хочу работать так, чтобы гордость была. Право на гордость зарабатывают. У вас сейчас есть возможность все переделать своими руками. Мы начали крупную перестройку. Будем осваивать новую, более совершенную машину. А вы? Сейчас. А где вы раньше были? И потом, не верю я в это. Ты? Или другие тоже? Ты многого не знаешь, Чары. Думаешь только о своих планах. Ты хоть раз поинтересовался, чего хотят молодые рабочие завода? Нет. Да тебе и не нужно было. Новые станки, новая продукция, линии. Люди ведь не роботы и не хотят ими быть. Вот поэтому у тебя на столе и лежат эти бумаги. Забери, брат, свое заявление обратно. И пусть ребята тоже возьмут. Вы все мне нужны. Ладно. Я заберу свое заявление. И Наташину, наверное, тоже. Но с остальными сам говори. Хорошо. Скажи, как там отец? Переживает. Да, Чары, ты бы с сыном поговорил. А что? Что-нибудь случилось? Парень институт заканчивает. Наверное, личные планы, а ты отец. Но Гузель мне говорила. Он дипломный проект закончил. Значит, что-то случилось. А ты у него спроси.
Да нет, поверь, ничего такого, чтобы пугаться. Но все-таки поговори с ним.